Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина. Сегодня мы погадаем с вами на вот этой интересной колоде. Она состоит всего из 13 карт. На замечательную тему такую. Да или нет, на любой вопрос. Ну вот есть такой вот оракул, да. И он показывает именно да или нет. Ну вот тут, хотя, конечно, есть и другие варианты ответов. Вот смотрите. Есть, значит, да, нет, вперед, время пришло. Ну, это тоже да, получается. Неудачное время, это получается нет. Вы двигаетесь в правильном направлении, это получается да. Смените направление, не беспокойтесь, маловероятно. Не беспокойтесь, это да, эти два нет. Дальше, значит, слушайте интуицию. Это да, но нужно прислушаться к себе, да. Недостаточно информации, получите эту информацию, отпустите. Значит, нужно отпустить, чтобы желание сбылось или чтобы был ответ «да». И передумайте. Вот. Почему? Потому что, значит, это вообще не ваше, и зря вы про это спросили. Это судьба, это точно «да». Вот. Ну, такие вот карты. Я думаю, что это интересно, мои дорогие. Итак, да или нет на любой вопрос. Итак, значит, выкладываем 6 вопросов. Вы можете задать 6 вопросов картам и получить да или нет, каким бы ни был этот ответ, да, на любой вопрос. Да или нет на любой вопрос. Распределяйте ваши вопросы. Я разложу камушки, чтобы вам было удобнее. Может быть, по камушку как-то или еще что-то. Иногда люди ориентируются по камням. Иногда нет. Это решать вам. Вот какие-то у меня были под рукой, я разложила. Это, в принципе, не важно какие, да, важно, какой приглянулся вам или какие вам приглянулись, в каком порядке и так далее. Вам нужно взять и расписать себе на бумажке. Вот. Вы распишите на бумажке. И, значит, дальше мы с вами уже смотрим. И я надеюсь, что все определились. Итак, да или нет на любой вопрос. Первый вопрос. Слушайте интуицию. Вот как раз таки нужно просто послушать свое сердце. Если сердце вам говорит, что это правильно, что это ваше, что это да, что это нужно, или говорит наоборот, что это нет, значит, так и нужно слушать и так и нужно понимать. Но вообще чаще всего, конечно, эта карта отвечает «да». Просто интуитивно. А вдруг вы чувствовали, что нет? Значит, нет. То есть вы уже примерно знали, когда задавали вопрос, да, знали на него ответ. Что, скорее всего, либо, допустим, да, вот там железно, что вы чувствуете там, да, что вот я это хочу, прям такой восторг. Или наоборот, нет, 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 я этого не хочу, мне это нельзя, не стоит, не надо. Вот так. Хорошо, второй вопрос. Да или нет? Маловероятно. То есть вероятность какая-то есть небольшая, но маленькая, совершенно малюсенькая, да? То есть это можно как бы осуществить, если приложить колоссальные усилия. Но видите, канатик-то рвется. Поэтому скорее тут нет. Скорее тут ответ нет. Так, третий вопрос. Недостаточно информации. Информации нужно больше по этому вопросу. Добудьте эту информацию, тогда вы будете точно понимать, да или нет. Или найдете более развернутый ответ для себя. Даже высшие силы еще пока не знают ответ на этот вопрос. То есть даже высшие силы не знают, да или нет, окончательный итог. С другой стороны, может действительно быть фактически недостаточно информации. Допустим, вы еще все документы не собрали, а уже спрашиваете, одобрят ли вам что-нибудь, да? Вы не разослали резюме на работу, но спрашиваете, возьмет ли вас на работу. Так зависит все от того состава, как вы составите резюме и как вы его будете рассылать. То есть от чего-то зависит, от какой-то информации. Четвертый вопрос. Не беспокойтесь. Да, это ответ да, однозначное да и никак иначе.
То есть да и еще раз да. Хорошо, здесь у нас без проблем. Однозначное да. 5-й вопрос. Да или нет? Смените направление. Как будто вы думали в одну сторону, а все развернется в другую сторону. Вы думали одно, а будет по-другому. Смените тактику, смените направление, подумайте в другую сторону, подумайте иначе. Нужно, может быть, оригинальную идею применить или еще что-то. Вот в том направлении, в котором вы сейчас двигаетесь, и спрашиваете про этот вопрос, это скорее не то направление, не тот ответ, не тот вопрос, может быть, даже. То есть вы сфокусировались не на этом, не на том, что действительно является важным. Поэтому тут пока ответ нет, потому что вы идете не в правильном направлении, да, неправильную тактику выбрали. И последний вопрос у нас, 6-й. Да или нет на этот вопрос. Передумайте. То есть заставляют прям. Даже тут как будто руна похожа на Хагалас, да, как будто даже вот она. Передумайте, это несет тебе плохое, это несет тебе что-то неприятное. Ты это хочешь или ты это добиваешься, а это тебе вообще не надо, передумай срочно. Если же ответ должен быть нет, то это скорее нет. Скорее нет, чем да. Или вам это нужно вообще в другом формате, или другое. То есть то, что вы загадали, просто для вас является чем-то неприятным, ненужным или даже отрицательным. А вы это воспринимаете как хорошее. Вот если воспринимаете как плохое, или как ответ «нет» должно быть «нет», тогда «нет» и есть. Но вы должны передумать, может, вы хотите кому-нибудь, не знаю, там, скандал закатить или вынести двери, или разругаться, тогда точно не надо этого делать. Вот. Или вы хотите поступить на другую работу, пока надо передумать, да? Или вы хотите сменить жилье, пока это не то. Пока это не то, пока нужно думать в другое место, да, совершенно. Ну, вот такой у нас получился расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайки и до новых встреч.